В эфире передача «Криминальный Якутск». Сегодня в выпуске. Гол как сокол. В районе городской свалки пьяный мужчина бросался на автомобиле. В смысле, что случилось? Ну, на дорогу, на машину почему кидаетесь? Я кидался. Готовь шубу летом. Злоумышленник похитил шубу из частного дома в Залаге. Как в дом проникли? Дом сломал. Конокрады нашего времени. Как уберечь себя от кражи велосипеда? Оторвал. Так вот трос оттуда. Ну, схватил за раму, получается, велосипеда. И вместе с велосипедом, получается, потянул на себя. Итак, начнем с криминальной хроники. 12 июня вечером на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение о неадекватных действиях мужчины в районе городской свалки. Со слов очевидцев, голый мужчина бросался на встречные автомобили. Ты можешь говорить Вы со же мной? ведь можете одеть на него на Убери руки. А что случилось-то? Что случилось? В смысле, что случилось? Ну, на дорогу, на машину почему кидаетесь? Я кидался. Ты можешь предоставить мне? Ты где находишься? Вообще, Ну вот, люди говорят. люди говорят, а для тебя говорят это все уже, да? Прохожие. По приезду инспекторов ГАИ и бойцов ОМОНа на месте был обнаружен нетрезвый мужчина. В ходе длительной беседы нарушитель был доставлен на пост ГАИ по Вилюйскому тракту, где его ожидала карета скорой помощи. Тем не менее, от медицинской помощи он отказался. В итоге за ним приехал брат, который под свою ответственность принял родственника. 15 июня в районе Залага была совершена кража из частного дома. Уже на следующий день оперативниками столичного управления МВД был задержан подозреваемый. Как выяснилось, мужчина проник через окно на первом этаже. Добычей стали шуба и сотовый телефон. Подозреваемый ранее судимый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. За что задержаны? За воровство. Воровство чего? Шубы с телефоном. Откуда взяли? Откуда своровали? Где-то по Байкалу. Где-то по Байкалово? В Залог. Как в дом проникли? Окно сломал. Окно? Были один? Да, один. Ладно. Свою вину признаете? Да, признаю. В полном объеме? Да, полно. Вечером 15 июня сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж Межмуниципального управления МВД России Якутска был задержан 25-летний уроженец Тампонского района, который подозревается в совершении краж с проникновением в частный дом. Часть похищенного видео с шубы была изъята на месте. Сотовый телефон он успел продать на ближайшей стройке. На следующий день телефон был изъят у покупателя. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Лето – традиционная пора роста велосипедных краж. К сожалению, беспечное отношение граждан к своему имуществу способствует росту подобных преступлений. Чтобы не лишиться велосипеда, никогда не оставляйте технику на улице, даже если вы на минутку заскочили в магазин. Китайского производства противоугонные тросы опытные воры срывают голыми руками, но и достаточно прочный трос легко перерезается с помощью кусачек. Похитить технику с лестничной площадки так же просто, как и с улицы, потому что домофон зачастую открывают незнакомцам, которые представились соседями. Обязательно сохраняйте документы на велосипед. Сделайте несколько фотографий своего транспортного средства, чтобы в случае кражи вы смогли доказать его принадлежность именно вам. Убедительно просим горожан не оставлять вещи без присмотра. Заводите велосипеды в квартиру. Используйте для хранения прихожую или балкон. Граждане должны помнить о том, что несут ответственность за сохранность своего имущества. Как украл? Оторвал. Как бы трос оттуда. Ну, схватил за раму, получается, велосипеда. И вместе с велосипедом, получается, потянул на себя. И трос как бы оторвался. Дальше с велосипедом Скрылся с места преступления в сторону дома. Вину свою признаешь? Да, полностью. Полиция просит помочь в поимке подозреваемых. 19 мая в торговом центре «Айсберг» зашли две девушки, одна из которых отвлекала консультантов, а другая, уловив момент, положила в сумку полушубок. По всей имеющейся информации просим обращаться по телефону 8 924 468 68 16. 15 июня в зале заседания Якутской городской думы прошел отчет начальника Межмуниципального управления МВД России Якутска Юрия Левина перед столичными депутатами. На сессии Якутской городской думы депутаты заслушали отчет за 2015 год. По словам Юрия Николаевича, в целом наблюдается улучшение криминальной обстановки в городе Якутске. Также начальником столичной полиции был поднят вопрос о переезде второго отдела полиции в новое здание.
и социальная поддержка участковых уполномоченных. По итогам заседания отчет был принят депутатами единогласно. За прошедшую неделю на территории города Якутска было совершено 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека и 12 получили различные степени травмы. 11 июня в дежурную часть госавтоинспекции поступила информация об опрокидывании автомобиля Toyota Prius в районе поселка Кангаласы. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. За рулем находилась 29-летняя женщина. Также в салоне машины были 2 детей. Женщина с 11-летней дочерью были доставлены в Тулагинскую больницу, но, к сожалению, по пути следования ребенок скончался. У второго ребенка врачи обнаружили закрытый перелом ключицы. При прохождении медосвидетельствования врач-нарколог установил у женщины состояние сильного алкогольного опьянения. Все как получилось, из-за чего случилось, как вы думаете? Ехала машина на меня. Угу. Я начала тормозить и в сторону чуть-чуть. Вы ехали по своей полосе движения? Ага. Потом машина это вам создала помеху? Я начала тормозить и в сторону, и машину повело. Вы сегодня ничего не употребляли? Вчера употребляла. Вчера употребляли, да. Необходимо отметить, что погибшая девочка находилась на переднем пассажирском сидении, пострадавший малыш на заднем. Также детские удерживающие устройства отсутствовали, и никто из сидящих в салоне иномарки не был пристегнут. Вечером того же дня на 5-м километре Намцирского тракта водитель УАЗа столкнулся с едущей в попутном направлении Toyota Fielder. Покинув место происшествия, водитель совершил новое столкновение с Маздой Демио, которая ехала во встречном направлении. От удара УАЗ ехал с дороги в кювет и опрокинулся. Пострадавших нет. Мы со стороны города ехал на дачу. После подъема у нас идет спуск небольшой, и на этом спуске нас догнал УАЗик. Я увидел по зеркалам, что он едет быстро, но я думал, он меня обгонит. А тут слишком солнце светилось, слепило. Из-за этого я ехал не так быстро, а он приехал. Оказывается, он слишком быстро ехал и меня ударил. А после ДТП что сделал УАЗик? Он дальше поехал, я чуть-чуть проехался, сигналил, он туда дальше уехал. Не останавливаясь и не выходя из машины? Да. Ехали домой 20 километров в час. Так как дорога очень плохая, мы ехали с крайней правой стороны, спокойно ехали домой. Видим, впереди едет УАЗик и вовсю виляет. Да, мы вообще скорость снизили 5 километров в час, наверное. Может, не бандиты какие-то? И это самое. И он на нас прямо наехал. Да, пил. И все. Зачем завлетели? Потому что он не пил. 12 июня на 2-м километре Маганского тракта произошло еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие. При оформлении небольшого ДТП инспекторы ГАИ попытались остановить Cadillac Escalade для участия в качестве понятого. Однако водитель внедорожника проигнорировал требования сотрудников и, не подчинившись, резко увеличил скорость. Не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Toyota Succeed. В результате удара легковушка столкнулась с попутно ехавшей Toyota Allion. Водитель и пассажир Toyota Succeed от полученных травм скончались на месте. Мы ехали с Суксидом. Саксид был сзади или спереди вас? Перед вами ехал, мной, да? Ага. Где-то, может, 20-30 метров друг друга ехали. Скорость небольшая была, да? Это там поворот, небольшая, там даже 40 не было. Ага. И вижу со стороны Магана на большом скорости едет черный джип. Джип большой, ага. На большой скорости доехал? На большой скорости. Он по своей полосе ехал относительно вас? Нет? По всей дороге вилял, да? Он на нашей полосе. На вашей стороне полосе ехал, да? Ехал. Навстречу, да? Ехал, да? В лоб прямо, да? В лоб, да. Я не успел, отъехал. Сначала на Суксида ударился, и потом Суксид на меня ударился, и все. Вы являетесь пассажиром Escalade, да? Да, я пассажир Escalade. Сколько у вас в машине было? Двое. Двое? Вы и водитель? Да. Водитель кем вам приходится? Родственник. Родственник? Откуда ехали? С леса. С леса? С Маганского тракта? Да. С какого километра примерно? Где именно находились? Я не знаю точно, я знаю, что в лесу были все. В лесу были. Как долго там находились? Часа 2.
2, 3. Часа 2. Что там делали? Ну, просто сидели. Просто сидели, алкоголь употребляли? Я употреблял. Вы употребляли? Водитель был трезвый, да? Не знаю. Да, был трезвый. Был трезвый, да? Понятно. А на требования сотрудников полиции об остановке почему водитель не подчинился? Я спал в тот момент. Вы спали? Ничего не помните, не знаете, да? В отношении водителя Escalade возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста. На момент столкновения водитель Escalade отбывал условный срок. Я вообще ничего не помню. Ехал по дороге, удар. А откуда ехали? Вот? С Намцирского тракта. Намцирского Со тракта? стороны Маганского тракта, вернее, не с Намцирского, а с Маганского. В салоне Всё. сколько у вас человек было? Двое. Двое было. Да, машина вылетела какая-то, я не помню марку. Навстречу, и все, и удары, и ничего не помню больше. А до этого где были вы? До этого я ехал, просто катался туда-обратно. По городу или в На Маган. По Маганскому, да, Да. получается? Спиртное где выпили? Нигде не употреблял. Не употреблял? Нет. Вот спиртным пахнет. Ну, это мало ли что пахнет, я не употреблял, честно говоря. Не употребляли, получается, да? Да. Потом что? Ничего, удары, все, и вы приехали. ГАИ, сотрудник ГАИ меня вытащил из машины. В рамках целенаправленной работы по профилактике автоаварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения за прошедшую неделю на столичных дорогах сотрудниками ГИБДД было задержано и отстранено от управления 79 нетрезвых автомобилистов. Из них 6 пьяных автомобилистов ранее были лишены права управления за аналогичные правонарушения. И вновь после употребления алкогольных напитков были задержаны сотрудниками госавтоинспекции. Несмотря на постоянно усиленную борьбу с пьянством за рулем, в сводке госавтоинспекции очень часто попадают автопроисшествия с участием нетрезвых водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения, не считаясь законами, не боясь лишиться права управлять транспортными средствами и выплаты крупного административного штрафа, садятся за руль и, создавая серьезную угрозу не только для своего здоровья, рискуя жизни других участников дорожного движения, выезжают на дороги. Последствия такой пьяной езды, к сожалению, не заставляют себя долго ждать. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.